3 года проходит операция СВО. Сложно проходит, мы общаемся с участниками непосредственными. Они с линии фронта приходят к нам в штаб, общаются с нашей молодежью, потому что наша молодежь любит правду. Сложно, тяжело, но у всех полная уверенность в победе в этом году и в правильности выбора линии политики нашего руководства. У каждого свое назначение. Кто-то сетки делает, кто-то гуманитарную помощь посылает. Наши ребята из штаба, наша молодежь, ходят в больницы, мы тоже собираем гуманитарную помощь, мы тоже участвуем во всех благотворительных акциях по поводу СВО. Но отличие нашей организации – это в том, что за 3 года мы сделали больше 100 видеороликов по СВО, по разоблачению этих сатанистских разных лживых сайтов. Свое назначение мы видим в идеологическом воспитании молодежи. Вот я в прошлом году был в 33 школах, в 6 колледжах. Нынче я уже был в 6 колледжах. Я везде рассказываю о необходимости вот этой СВО. Почему это началось, как оно проходит и в чем суть этой операции. И я рассказываю, что какая лживая пропаганда сейчас идет, это западная, европейская. Как хотят исказить историю. Как хотят исказить историю Великой Отечественной войны. 80-летие нынче будет. И поэтому у нашей организации, с нашей центристской политикой, с нашей кремлевской позицией, я считаю, что мы все общественные организации должны вот на этом фронте идеологическом одновременно выступать. Я не вижу больше общественных организаций татарских, башкирских, тюркских, чтобы так, как мы выступали на эту тему. Вот мы разоблачаем, мы объясняем, мы говорим, мы приглашаем участников СВО. У нас столько информации. Вот. Почему другие организации этим не занимаются? Многие организации очень любят фотографироваться на фоне этих грузовиков, на фоне этих гуманитарных грузов. Ну что ж, каждому свое. Вот. Фотосессию делать на фоне этих КАМАЗов, грузов, на фоне каких-то военных действий. Мы не были в зоне СВО, мы себя видим на другом фронте, на идеологическом фронте, на разъяснительном фронте. И вот нынче, с 1 января, когда начался у нас 25-й год, наша пропаганда изменилась. Мы более ее ужесточили, мы ее более конкретизировали, и программу эту мы назвали «Орешник». Сейчас у нас действует «Орешник». И фильмы, видео у нас – это «Орешник». Посмотрите на наших каналах. Мы одни из первых объяснили, что такое Курск. Мы одни из первых объяснили вот эту вот рокировку военачальников. Мы одни из первых объяснили небольшие шероховатости в руководстве нашей армии. Поэтому смотрите наши сайты. У нас 4 YouTube-канала, у нас 6 тысяч роликов, у нас 15 миллионов просмотров, нас смотрят в день 100 тысяч. И в этих фильмах, во всех, мы говорим правду. Нашу деятельность в идеологическом фронте, направлении, тяжело положить на чашу весов. Мы должны все общественные организации сейчас сосредоточиться на разъяснительной работе. Мы должны объяснить суть сегодняшнего дня, положения. И мы сейчас, наша главная задача, мы уверены, нынче война закончится. Мы ее победим. Никто в этом не сомневается. Из фронта к нам придут наши ребята. Они не должны
остаться вне общественной жизни. Вот ребята, пришедшие с фронта, мы должны их приглашать на мероприятия, создавать из них бизнес-клубы, какие-то общественные организации. Они должны быть в гуще событий. Они, конечно, многие придут с психологическими какими-то травмами. Все-таки они пережили вот эти 3 года. Очень сложный период. И наша задача – это понять и с ними заниматься. Также огромная работа, она не должна прекращаться с теми семьями, которые потеряли на СВО кто-то мужа, кто-то сына. Они должны быть все в поле нашего внимания. Наша организация с первых дней включилась в эту работу. Мы поменяли свои планы 3 года назад. И вот эти 3 года, это просто у нас, мы этим живем, мы постоянно этим занимаемся. Ходим и в госпитале, организовываем гуманитарные грузы. Мы ведем хорошо, у нас очень отношения с муфтиятом Луганска, Донецка, мы с ними общаемся, с татарскими организациями Луганска и Донецка. Надеемся, что такие же отношения у нас будут и с Херсонской областью. И поэтому вот, когда мы собираемся с молодежью, очень много вопросов у молодежи, очень много. Всем им надо сказать, и сказать им надо правду. Сложно, очень, но все равно мы победим. Меня спрашивают, что же такое в идеологическом фронте ваш орешник? Это значит, мы называем военачальников ВСУ, мы называем конкретные подразделения, мы называем конкретные военные преступления, за которые ВСУ еще придется ответить.